Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы. Строительство моста через Лену идет по графику. Какие работы проводят в настоящее время? Технику для пожарных и аварийно-спасательных работ доставили в Якутию. В какие районы отправят машины? Самый северный бриллиантовый цирк Якутии готовится к весеннему сезону. Артисты не только готовят номера, но и проходят специальные тренинги и мастер-классы. Строительство моста через Лену идет по графику. Об этом на итоговом отчете правительства рассказал первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников. Так, по его словам, после получения в прошлом году положительного заключения госэкспертизы приступили к выполнению целого комплекса работ, связанных с подготовкой технологических площадок. Отсыпана территория на общей площади более 40 тысяч кубометров, подключено электричество, уложены почти 300 плит, вынесены электросети. Устанавливают новые опоры на левом берегу реки, в марте перейдут на правый берег. Кроме того, в апреле планируется перенос газовых сетей. Важный элемент работы, который нам позволит в том числе и получить федеральное финансирование, приступить, как и поставлена была задача главой республики Александром Сергеевичем Николаевым, к основному этапу работ по строительству моста. Все работы идут согласно графика. Ключи от новых квартир торжественно вручили новоселам дома Пожарницкого, 10 в Якутске. Строительство началось в прошлом году. Застройщик – Республиканское ипотечное агентство. Дом возвели по новым, уникальным для Якутска технологиям. Он совмещает в себе детскую площадку и общественное пространство на втором этаже здания. То есть для того, чтобы выйти на детскую площадку, детям не обязательно покидать дом, а взрослые могут спокойно посидеть на улице, тоже не выходя из здания. Дом двухподъездный на 121 квартиру. Во время вручения ключей первый зампред правительства региона Кирилл Бычков пожелал новоселам, чтобы в их доме было тепло и уютно. Это первый дом, во-первых, построенный республиканским ипотечным агентством как застройщиком. Это очень примечательно. Вот. Это та его функция, которая на самом деле должна быть реализована в полной мере. Сейчас, конечно, у них более амбициозные проекты, есть и воинская часть, где более 250 000 квадратных метров будет построены, с градопотенциалом до 500 000 квадратных метров в этом районе. Ну и крупные проекты в других городах, в Ленске, в Неринге и так далее, так далее. Поэтому здесь, я думаю, вот такой пилотный проект, как говорится, с таким вкусом сделанный, первый, скажем, такой вот полноценный от и до построенный жилищный проект нашего акционерного общества РИА. В Якутию прибыли 20 единиц техники для пожарных и аварийно-спасательных работ. Это 10 пожарных автоцистерн на базе КАМАЗа и 10 аварийно-спасательных машин. Ключи от новой техники на торжественной церемонии представителям районных и городских подразделений противопожарной службы и службы спасения вручил первый вице-премьер Дмитрий Садовников. 10 пожарных автоцистерн в ближайшие дни отправятся в подразделения Анабарского, Алаиховского, Мигино-Кангаласского, Намского, Устьянского, Хангаласского районов и города Якутска. В рамках государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в общей сложности приобретено 45 единиц техники на 563 миллиона рублей. Оставшиеся 25 машин поставят в Якутию в ближайшие месяцы. Видим, мы получили первую партию. Эти машины поедут в дальние улусы нашей республики. И очень надеемся, что эта техника послужит дольше. И хотелось бы, чтобы они выезжали только на учения. Наша республика очень большая. И, конечно, при прибытии техники специализированной, той же противопожарной, службы спасения в срок, оно, конечно, стоит и жизни, и спасения имущества. В республике проводят декаду, посвященную Национальному дню здоровья. Несколько дней сотрудники медучреждений и волонтеры проводят множество мероприятий, которые позволяют вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также о необходимости его своевременной профилактики. Подробности у Надежды Саханской. Молодежь Якутии за здоровый образ жизни!
Национальный день здоровья был учрежден в нашей республике еще в 2000 году по указу первого президента Якутии Михаила Николаева. Это важная дата для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. Так, в Якутске состоялась акция, где каждый желающий мог получить консультацию терапевта, измерить уровень артериального давления, пройти экспресс-тесты на определение уровня сахара и холестерина в крови, а также узнать свой ВИЧ-статус. Отметим, что акция организована Минздравом республики совместно с движением «Волонтеры-медики». Что мы обычно включаем? Это основные, так скажем, постулаты здорового образа жизни. Это правильное рациональное питание, это соблюдение питьевого режима, это соблюдение, так скажем, сна, да, здорового сна. Это активный образ жизни, то есть это больше физической активности в свою жизнь включать. Конечно же, это отказ от вредных привычек, от курения, от чрезмерного потребления алкоголя. С каждым десятилетием продолжительность жизни человека увеличивается. Все это благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и, конечно, ответственному отношению к своему здоровью. Также сегодня в рамках Национального дня здоровья в торгово-развлекательном комплексе Туймада волонтеры-медики совместно со СПИД-центром республики проводят акцию для того, чтобы граждане нашей республики узнали свой статус об основных инфекциях – ВИЧ, гепатит групп В и С и сифилис. А можете вы здесь пройти, пожалуйста? Результаты такого теста граждане получают в течение 15 минут. Следует отметить, что весь инструментарий, используемый при таком экспресс-анализе, одноразовый и стерильный. Якутский СПИД-центр, сотрудники которого принимают в декаде здоровья самое активное участие, все же делятся неутешительными данными. Сегодняшний день статистика по Республике Саха-Якутия у нас напряженная. На 1 февраля 2022 года у нас на учете стоит 2889 ВИЧ-инфицированных. Это кумулятивное число всех зарегистрированных с 1996 года. Республика Саха-Якутия занимает по Дальневосточному федеральному округу 4-е место. И у нас вот на диспансерном наблюдении и учете у нас состоит 1001 ВИЧ-инфицированный человек. Однако с каждым годом жители Якутии все ответственнее относятся к своему здоровью. Прошедшее мероприятие – только начало декады здоровья. Так, в ближайшее время в медучреждениях пройдут акции для многодетных семей. Кроме того, для населения будут организованы профилактические медобследования, диспансеризация и лекции на тему здоровья в дистанционном формате. А в центрах женской консультации, перинатальных центрах и акушерских отделениях состоятся занятия школы молодых мам. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Самый северный бриллиантовый цирк Якутии готовится к весеннему сезону. Труппа не только репетирует номера, но и проходит специальные тренинги и мастер-классы. Для актерского состава цирка психологические тренинги, стратегическую сессию и деловую игру проводят специалисты некоммерческой организации «Индустрия будущего». Эти мероприятия должны помочь коллективу настроиться на плодотворную работу, снять напряженность и разработать планы и задачи на ближайшие годы. Отметим, что в 2024 году бриллиантовый цирк Якутии отметит юбилейную дату. Уже началась подготовка к этому событию. В рамках стратегической сессии под названием «Наш цирк. Наше будущее» мы делаем такую перезагрузку коллектива, коллективной деятельности, чтобы государственный цирк перешел на новый виток развития. Такой запрос у руководства и всего коллектива. У них есть большое пожелание найти новые направления. И сегодня коллектив будет работать по 4 станциям, 4 направлениям, где они будут каждый предлагать свои идеи, например, по новой программе, по продвижению цирка, по решению текущих сложностей и барьеров для развития, ну и также по строительству второй очереди цирка. В Ленском краеведческом музее открылась выставка «Посудная лавка».
Представлены более 200 экспонатов, собранных на территории Ленского района. Среди них и экземпляры со столетней историей. Наши коллеги изучили историю посуды. Почти у каждого выставленного на обозрение экспоната есть своя история. Да и сама экспозиция представлена в исторической последовательности, начиная от глиняной посуды, заканчивая хрусталем Советского Союза. Например, это кружка из коры дерева, изготовленная старожилом Мухтуи Иннокентием Чупровым. А вот такие формы для выпекания пряников с оттиском двуглавого орла изготавливали до 1917 года при царской России. Латунными сковородами пользовались наши прабабушки и бабушки. А это уникальный термос тракториста-комбайнера. Их встраивали в кабину комбайна еще на моменте производства техники. Мы работаем на эмоции человеческие. Вот все, кто проходили во время оформления выставки, все говорили: у меня вот такая кружка, да, у меня вот такая тарелка. Вот это вот из такого я ела там в детстве. То есть человек получает эмоции. Есть посуда, связанная с историческими событиями. Например, подстаканники. Этот посвящен освоению Советским Союзом космоса. А этот кувшин с олимпийским мишкой выпущен в 1986 году. Есть посуда, которой более 100 лет. Этой тарелке 120. Мастера ее расписывали вручную. Уникальная посуда. Впрочем, как и каждый экспонат выставки, они отражают развитие посудного промысла, а также историческую память и ценность. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Европейский вещательный союз запретил России участвовать в Евровидении в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью и кризисом в Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса. В тексте отмечается, что перед принятием решения вещательный союз провел консультации среди своих членов. А в Алдане финишировал районный фестиваль среди дошкольных учреждений «Битва оркестров». В рамках реализации нацпроекта «Музыка для всех» фестиваль провели в 4-й раз. В гармонию прекрасного погрузилась Татьяна Вахнина. Неповторимую гармонию якутских музыкальных произведений раскрыли алданские дошколята в ежегодном районном фестивале «Битва оркестров». В исполнении малышей известные композиции зазвучали совершенно по-новому. Конкурс «Битва оркестров» проводится ежегодно. В 2022-м тематика музыкального поединка была посвящена подготовке и празднованию столетия Якутской автономной республики. «Звуки земли Аланхо» – так назывался фестиваль в этом году. Ввиду ограничительных мер битва оркестров прошла в дистанционном формате. Подборка костюмов и декораций, репетиции, запись. К выступлениям маленькие артисты начали готовиться задолго до фестиваля. В музыкальном поединке оркестранты сошлись в 4-й раз. Талантами и мастерством померились 15 коллективов. Определить лучший коллектив было непросто. Артистизм и задор каждого оркестра были оценены по достоинству. А гран-при в битве завоевала композиция «Якутские барабаны» в исполнении воспитанников Томодского детского сада «Золотая рыбка». Татьяна Вахнина, Алдан. Мы следим за развитием событий и увидимся чуть позже.